Тема авиакатастрофы под Смоленском, унесшей жизни польской правящей верхушки, в том числе президента Леха Качинского, вот уже 6 лет будоражит умы. Шестая rocznica katastrofy. Шестая годовщина Смоленской катастрофы. Трагедия до сих пор вызывает острые дискуссии. Официально причины катастрофы названы давно. Неверные действия экипажа, снижение самолета ниже минимально возможной для приземления высоты и отсутствие команды ухода на второй круг. Впрочем, в Польше такое объяснение удовлетворяет не всех. Wydaje mi się, że to był atak. Возможно, это была атака на польскую власть. Polskie władze. Змар президент сгинул. Погиб польский президент. Это дело должно быть расследовано. Mam nadzieję, wyjaśni to. Надеюсь, все выяснят до конца. Москва до сих пор отказывается вернуть Варшаве обломки польского борта номер 1. В результате вопросы о той авиакатастрофе вернулись в центр внимания польской политики. Одни винят руку Москвы и террористов, другие – предыдущую партию власти. Кремль реагирует в обычной манере. После Смоленска мы можем сказать, что мы были первой большой жертвой терроризма в современном конфликте. To był właśnie Władimir Putin, to była Rosja. Это была Россия, Путин. Do sprawdzenia. Нужно проверить, но для этого необходимо сотрудничество со стороны России. А русские сотрудничать не хотят. Министр обороны Польши сегодня выступил с громким заявлением, причем по делу уже почти 6-летней давности, назвал терактом авиакатастрофу под Смоленском, в которой погиб президент страны Лех Качинский. Никаких доказательств не привел. За эту трагедию, вне зависимости от ее причин, кто-то несет ответственность, хотя бы моральную. И эту ответственность несет прежнее правительство. В поисках истины в начале этого года поляки возобновили следствие. Министр обороны объявил о создании комиссии, которая возобновит расследование обстоятельств катастрофы под Смоленском. СМИ регулярно сообщают о ходе расследования. Работа продвигается скрупулезно, но медленно. До 10 октября продолжили следствие в деле Смоленской катастрофы. Но сдаваться никто не собирается. Та трагедия стала предметом спора, который нужно закончить. Закончить правдой. Польские медиа отреагировали на запрос общества регулярными сюжетами, журналистскими расследованиями и целыми фильмами. To był ludzki czynnik. Это человеческий фактор, ошибка пилота. Есть много очевидных вещей, которые так и не были расследованы. На середину апреля анонсировали премьеру художественного фильма, посвященного тем событиям «Смоленск» режиссера Антона Краузе. Трейлер в сети уже месяц. Это без сомнения был трагический день для всех поляков, для польского народа. Позже дату релиза перенесли из-за технических проблем. Гвоздем программы мероприятий, посвященных 6-й годовщине, которого давно ждут поляки, мог бы стать фильм «Смоленск». Фильм «Смоленск» пока на полке. Премьеру отложили, объяснил продюсер. Впрочем, ленту продолжают активно раскручивать во всех популярных польских медиа. В ответ на российском НТВ сняли собственное кино, собрав в одном сюжете все самые дикие конспирологические теории. Якобы именно в это и верят поляки. Искусственный туман, гелевое облако, железная береза и секретное электромагнитное оружие.